Грипп – гость незваный, но привычный. Практически ежегодно мы сталкиваемся с этим далеко не безобидным заболеванием. В конце января в республике стало увеличиваться число заболевших острыми респираторными заболеваниями и вирусами гриппа. Больше всего страдают недугом дети и взрослые с ослабленным иммунитетом. В детской республиканской больнице детей с инфекционными заболеваниями не принимают. Их перенаправляют в Сухумскую инфекционную больницу. По словам главврача детской больницы Инессы Камля, они принимают детей с соматическими заболеваниями. У нас должны лежать дети соматические, те, которые с заболеваниями гастроэнтерологической системы, мочеполовой системы и остальные там неврологические дети, кардиологические дети. Вот эта категория детей, которая соматически должна обследоваться. У нас лежат еще, как вы знаете, дети до года, чтобы у нас не было перемешения и реинфицирования. Те, которые с ОРВИ, с гриппом приходят, не инфицировали соматических детей. Вот это вот разграничение, градация, это не нами придуманные протоколы, это то есть система, которая работает в медицине в принципе везде. В Сухумской инфекционной больнице врачи в сутки принимают до 140 пациентов с острыми респираторными заболеваниями и вирусом гриппа. В стационаре лечение проходит 47 человек, в основном это дети. Основные симптомы всем известны, это высокая температура, возможно, какие-то даже кишечные проявления, там, жидкий стул, рвота, недомогание общее, слабость, детишки отказываются от приема пищи, не могут пить, есть общие симптомы. Если взрослый человек это может перенести довольно относительно легко, то для детей это бывает довольно критично, приходится проводить инфузионную терапию. Если в прошлом году в период сезонного гриппа у пациентов выявляли, как правило, грипп типа А, то уже чаще встречается и грипп типа Б, а также ряд других инфекционных заболеваний. Вот почему течение болезни проходит тяжелее и длительнее. Пациенты, как правило, даже не исключение, а именно как правило, поступают не с одной инфекцией, как выясняется, а с двумя, с тремя видами вирусов. Есть у нас в кавычках рекордсмены, у которых были 4 вида вирусов и 2 вида бактерий. К сожалению, такие пациенты тоже поступают, и это вот все приводит к длительному течению болезни. Бывает так, что в одной семье один ребенок заболевает одним видом вируса, другой другим видом, потом это все перемешивается, то есть они передают друг другу свои инфекции, и это, конечно, приводит к удлинению выздоровления и более тяжелому течению. При недостаточном внимании к своему здоровью ОРВИ и грипп могут осложниться и привести к непоправимым последствиям. Инкубационный период длится от 2 до 3 дней. При повышении температуры у детей медики советуют обратиться к участковому врачу или в стационар. Взрослым рекомендуется день-два принимать самостоятельно витамины дома. Если улучшения нет, то также надо обратиться к врачу. Я все это понимаю, что сложно выполнить, особенно в условиях, когда там у нас школы, дети контактируют, и их никак ты не сможешь ограничить в этом. По возможности витамины можно подавать, даже самая аскорбиновая кислота в профилактических дозах, если нет противопоказаний для нее, вполне возможно. Несмотря на повышенную нагрузку на персонал Сухумской инфекционной больницы, медики оказывают всю необходимую помощь пациентам. Стоит отметить, что лечение пациентов проходит абсолютно бесплатно. Необходимые медикаменты выдаются бесплатно и амбулаторным больным. Мы городское учреждение, поэтому основная нагрузка стационарных пациентов берет на себя город. Минздрав нам тоже помогает. Препараты для амбулаторных больных обеспечивает нас Минздрав. Первое обращение, то есть при первой помощи оказания для амбулаторных больных. Все необходимые препараты мы выдаем, они получают здесь бесплатно. Конечно, если там им предлагается, например, госпитализация, они по каким-то своим причинам не могут госпитализироваться, повторные обращения, там, капельницы и так далее, мы уже просим их принести препараты свои. В период сезонного гриппа и ОРВИ врачи призывают по возможности избегать массового скопления людей, чаще мыть руки, проветривать помещения, а главное не поддаваться панике. В случае первых симптомов недуга своевременно начать правильное лечение. Алика Трапшраму Камки, Абхазское телевидение.